Здравствуйте! В эфире «Актуальное интервью» и в студии я, Ирина Кичигина. Два педагога из Нерюнгри вошли во Всероссийский экспертный педагогический совет. Сегодня у нас в студии победитель отбора педагогов в состав Всероссийского педсовета, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер 15 города Нерюнгри Анастасия Переляева. Здравствуйте! Здравствуйте, Ирина. Анастасия Михайловна, расскажите, пожалуйста, что из себя представляет Всероссийский экспертный педагогический совет и для чего он был создан? Всероссийский экспертный педсовет – это абсолютно новая структура в рамках деятельности Министерства просвещения Российской Федерации. И основная его задача – это помощь в принятии эффективных решений, которые касаются деятельности всего профессионального сообщества педагогов. И скажите, кто был инициатором его создания? О создании Всероссийского экспертного педсовета заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на Всероссийском педсовете 26 августа. Он отметил, что создание этого органа очень важно для деятельности Министерства просвещения и высказал пожелание, чтобы как можно большее количество педагогов приняли участие в отборе в этот новый орган. Тогда расскажите поподробнее, как проходил отбор участников. Как я сказала, 26 августа было объявлено о создании этого Всероссийского экспертного совета. С начала сентября до 17 сентября происходил прием заявок. За это время на участие во Всероссийском экспертном педсовете подали около 2000 заявок участников-педагогов. С 18 сентября до конца сентября происходило открытое онлайн-голосование на платформе «Одноклассники». Это был очень волнительный период для нас, участников. От Республики Саха-Якутия было представлено 8 заявок. И ежедневно, практически в онлайн-режиме, мы, участники, отслеживали каждые свои проценты голосов. И каждый раз, когда число голосов изменялось в большую сторону, вы знаете, мы очень радовались, потому что мы понимали, что каждый голос – это признание моего профессионального мастерства от моих бывших учеников, от родителей учеников, от коллег, с которыми когда-то сталкивала меня судьба и с которыми я имею счастье работать сейчас. И в конце сентября отборочный тур был закончен, и только недавно мы узнали результаты, что от Республики Саха-Якутия в Всероссийский экспертный педсовет прошли 2 кандидатуры, и это оба педагога из нашей школы, я и моя коллега Ларина Ирина Михайловна. Для нас это было, знаете, очень приятно и неожиданно, наверное. Скажите, а что нужно было для того, чтобы подать заявку, что вы для этого делали и на основании чего оценивали, то есть вас? На онлайн-платформе в социальной сети «Одноклассники» была создана группа «Мы педагоги». И регистрация к участию как раз проходила именно там. Самое важное – это было представить эссе, в котором каждый участник должен был рассказать о своих профессиональных достижениях, о своем взгляде на проблемы современного образования и, самое главное, рассказать, почему именно он должен войти в эту новую структуру. Все участники отнеслись к этому испытанию очень творчески. И я в своем эссе попыталась показать не только свои профессиональные качества и профессиональные достижения, но описать себя как человека, как учителя, который очень близок со своими учениками, как заместителя директора, который очень хорошо знает организацию учебного процесса, соблюдение законодательства, например, как выпускницу этой школы, в которой я сейчас продолжаю свой профессиональный уже путь. И в конце концов, как маму 2 учеников, ведь с этой стороны я тоже знаю образовательный процесс. И поэтому все эти моменты, наверное, стали решающими, когда я приняла решение принять
участие вот в этом отборе. Чего лично вы ждете от участия во Всероссийском педагогическом совете? Вы знаете, в первую очередь конструктивного диалога. В моем понимании конструктивный – это взаимно полезный. Я очень надеюсь на то, что деятельность в этом Всероссийском экспертном педсовете будет полезна и как для меня, с одной стороны, как участника, да, этого совета, и я буду полезна этому совету. Поэтому я надеюсь на взаимное, интересное, взаиморазвивающее общение с коллегами. И я очень надеюсь, что наше мнение как представителей педагогов всей республики будет услышано на уровне России. Ну, может, есть сейчас уже какие-то вопросы, которые вы бы хотели, например, озвучить, или которые были бы решены? Какие-то планы у вас есть уже намечены? Ну, конечно, профессиональных планов громадье. Нам было объявлено, что первое заседание Совета будет посвящено дистанционному обучению и, собственно, изменениям в образовании, которые произошли в период пандемии. Естественно, все наши размышления в профессиональном смысле, они как раз направлены на это. С весны этого года все перешли на дистанционный формат обучения, да, вынужденно. Скажите, сейчас можно уже сказать, как это отразилось на качестве обучения, как ученики пережили, и учителя, и родители? Самое сложное в дистанционном обучении, на мой взгляд, вы знаете, для меня была его внезапность. И если мы, педагоги, были хоть немного готовы к этому, то ученики и родители были просто поражены наступившими вот изменениями в образовательной среде. Этот период был настолько сложный, он был очень сложен и для учителей, и для администрации, и для родителей, и для детей, для семей, для всех сложный. И вот такие экстренно наступившие изменения и вскрыли как раз существующие трудности. Нам пришлось их вот прям по ходу решать, принимать управленческие решения, налаживать контакты, осваивать новые онлайн-площадки образовательные. Но мы пережили этот период. Сейчас, слава богу, мы обучаемся очно. И сейчас как раз мы проходим тот период, когда делаем выводы и подводим итоги дистанционного весеннего обучения для того, чтобы иметь хорошую платформу, выбрать все положительные стороны прошедшего дистанционного обучения и определиться с нашей стратегией работы дальше, скажем так. Качество пострадало, качество образования? Вы знаете, сложно давать однозначную оценку сложившейся ситуации. Я приведу простой пример. Когда мы учились дистанционно и когда отменили экзамены в 9 классах этой весной, наши нынешние девятиклассники были безумно счастливы этому факту, что не придется сдавать экзамены и что аттестаты они получат по среднему баллу. Их счастье сменилось разочарованием, когда они попытались поступить в колледжи. И оказалось, что мест в колледжах намного меньше, чем детей с высоким средним баллом аттестата. Поэтому для того, чтобы однозначно оценить эту ситуацию, должно, наверное, пройти не один год анализа. Ну, со старшеклассниками как-то более-менее все понятно, а вот ученики первых классов, им же надо учиться, то есть писать, да, читать, они еще ничего этого не умеют, с этим гораздо сложнее, наверное, было. Вы знаете, эта ситуация мне знакома с двух полярных точек зрения, потому что как раз в прошлом году мой младший ребенок был в 1 классе, и мне приходилось одновременно проводить дистанционные уроки и для своего нынешнего 4 класса и контролировать онлайн обучение своего первоклассника. Конечно, было сложно, но к марту месяца в 1 классе ребята уже умеют писать, уже овладевают чтением на уровне 10-15 слов в минуту, поэтому самый сложный период обучения первоклассников
то есть обучение письму и чтению, дети получили в прошлом году очно в школе. А конец учебного года, как раз в март месяц, пришелся на закрепляющий этап 1 класса. Поэтому процесс прошел достаточно позитивно, потому что учителя всегда шли навстречу и старались максимально приложить усилия так, чтобы процесс был комфортен для детей. И мой первоклашка, который, знаете, наверное, можно сказать, парень продвинутый, он быстро понял систему дистанционных уроков. Он перед экраном садился с тетрадкой и с удовольствием мне говорил: «Мама, дальше я сам». Вот. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот многие родители переживают по поводу того, что а вдруг мы когда-то перейдем вот вообще на дистанционную форму обучения. Скажите, как вы считаете, можем ли мы сейчас говорить о том, что когда-то будет вот этот переход, и может ли дистанционная форма обучения заменить вот очный формат? Дистанционное обучение, Ирина, оно уже 2 ногами вошло в нашу жизнь. И назад, я думаю, дороги уже не будет. Онлайн, дистанционные формы обучения останутся в образовании навсегда. Но полностью заменить собой контакт глаза в глаза учитель-ученик ни одна онлайн-платформа, насколько бы хорошая она была, не сможет. И все педагогическое сообщество не только России, но и всего мира говорит о том, что с древнейших времен говорится, что опыт передается из глаз в глаза. Анастасия Михайловна, благодарю вас за беседу, плодотворной вам работы и удачи вам во всех ваших начинаниях. Спасибо за приглашение, мне было тоже очень приятно пообщаться. Хорошего дня. С нами в студии была победитель отбора педагогов в состав Всероссийского педсовета, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер 15 города Нерюнгри Анастасия Переляева. А мы с вами прощаемся. До встречи в следующем эфире. Оставайтесь с нами.